Стеклопакеты с автоматической тонировкой, умные окна, надувной бетон, настенные клумбы. И это не весь перечень инновационных технологий и строительных материалов, о которых рассказывали на научно-практической конференции. Здесь собрались ученые из разных регионов России, а также Германии, Китая, ЮАР и ближневосточных стран. Совершенствуются технологии, совершенствуются в том числе и производственные отношения. Те вопросы, которые сегодня поднимут, они будут очень полезны и использованы непосредственно на практике. В республике тоже создана своя школа ученых, которые занимаются строительными материалами. Это прежде всего профессор, доктор технических наук Батаев Денис Керим Султанович. Это школа Муртазаева Сайт Али Юсуповича, проректора нашего. И поэтому эти ребята, которых уже в России признают, у них есть свои конкретные исследования по этим направлениям. Свыше 450 авторов представили более 200 научных работ. Международная конференция в режиме онлайн транслировалась по всему миру. Для участия в форуме в Грозный приехал заслуженный деятель науки России Валерий Лесовик. Он работает над созданием энергосберегающего сырья и эффективных технологий, которые могут производить устойчивые строительные материалы. Каждый человек индивидуален. Каждому человеку нужен свой материал. И в окружении этого материала этот человек может жить не 80 лет, а 150 лет. Дело в том, что строительные материалы в процессе эксплуатации постоянно изменяются. Изменяется экологическая среда. И эти материалы, если их проектируют без учета тех новаций, которые я говорю, то они могут быстро разрушиться. Участники форума отметили, что применение новых технологий, представленных здесь, поможет снизить стоимость строительных материалов, а также сделать их энергосберегающими и пожаробезопасными. Таким образом, новые строения будут соответствовать всем требованиям комфортности. Перед строительным комплексом страны поставлены масштабные задачи по увеличению объемов жилищного строительства, повышению его доступности и качества. Это означает, что всем нам предстоит ответственная и серьезная работа, и проведение такого рода мероприятий, конференций носит свой существенный вклад в дальнейшее научно-техническое развитие страны и повышение качества уровня жизни ее граждан. В Чечне при строительстве зданий уже используются современные строительные материалы, такие как плиты из газобетона, сухие строительные смеси и извести. Например, многофункциональный комплекс Ахмат Тауэр будет строиться с использованием разработок чеченских ученых. А сегодня новейшие наши разработки – это высокопрочные, высококачественные бетоны для монолитного сейсмостойкого строительства, для высотного комплекса Ахмат Тауэр. Для этого комплекса мы уже предложили рецептуру бетонов, мы предложили технологию, мы предложили те составы, которые там, безусловно, будут работать. По материалам международной научно-практической конференции выйдет в свет издание, которое станет настольным пособием для студентов архитектурно-строительных факультетов. Также был подписан контракт между нашим регионом и компанией «Автодеск», которая является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка, средств информации и развлечений. Луиза Батыжева, Халид Маусаев. Новости.